Прывітанне, паважаныя слухачы, гледачы гэтага стрыму. У варшаўскай студыі Еўрарадыё для вас працуе Марыя Вайтовіч. Сёння наш госць гэта каардынатар фонду медыцынскай салідарнасці Беларусі Андрэй Ткачоў. Будзем размаўляць з ім па зуму. Прывітанне, Андрэй. Да, здравствуйте. Так, увесну 2020 года разам з Андрэем Стрыжаком актывіст заснаваў кампанію «Байковід-19», у рамках якой валанцёры збіралі грошы на барацьбу са смяротным захворваннем і дапамагалі медыкам. Пасля выбараў 2020-го кампанію давялося згарнуць, а самі ўдзельнікі каманды былі вымушаныя з'ехаць за мяжу, хаваючыся пераследу. Чым займаецца Андрэй Ткачоў зараз? Што думае пра сістэму аховы здароўя ў Беларусі, навошта краіне, увогуле навошта як у краіне правалілі кампанію па вакцынацыі, хто ў гэтым вінаваты, як увогуле рэагаваць на адсутнасць супрацьэпідэмічных мер у Беларусі. Вось гаворым на гэтыя тэмы. Таксама пагаворым пра рэпрэсіі медыкаў у Беларусі. Мы пачынаем наш эфір. Калі ласка, глядзіце нас, сачыце за ім ва ўсіх сацыяльных сетках, і таксама, калі у вас адкрываецца на сайце euraradio.fm. Вось, Андрэй, давай адразу з такога самага, напэўна, набалеўшага пытання, якое усіх так проста, здавалася б, ужо здзіўляцца няма чаму, але ўсё ж такі здзівіла, забамбіла пасля таго, як Александр Лукашенко быў у чырвонай зоне ужо які раз, як ён сабе там павозіў, калі ён не хацеў ні апранаць ні маску, нічога. Вось якая была рэакцыя ў цябе, узгадваючы тое, што вы рабілі, як дапамагалі Беларусі ў мінулым годзе? Я пересматривал это видео несколько раз. Я думал, что это какой-то монтаж, что этого не может быть на самом деле. Но тут же нужно заметить, что Лукашенко, он последовательный отрицатель ковида, последовательный антимасочник, и все его действия или бездействия, которые он осуществлял, как раз-таки способствовали тому, что в Беларуси мы имеем такую печальную ситуацию с ковидом. Зразумела. Але ж вось усё ж такі, ты думаеш, што гэта ён на самой справе такі? Ці гэта нейкая гульня? Я думаю, что он абсолютно здесь не играет. Он, в принципе, изначально очень пренебрежительно относился ко всем противоэпидемиологическим мерам. И вот эта ситуация, когда он там неправильно надевал маску, обрызгивал себе лицо санитайзером для рук, это очень показательный момент. Тем более, когда он стоит в окружении вроде бы как медицинских работников, находящихся в полной защите. Это вот как раз-таки и является олицетворением всей его политики, позиции по отношению к ковиду. То есть это отрицалово, это занижение там проблемы, и это было похоже, как там какого-то старого деда заставляют надевать шапку, выходя на улицу, и он такой: нате вам, вот, получайте, вы так хотели. Вот. Это было бы смешно на самом деле, если бы от этого не зависели жизни сотен и тысяч белорусов. Потому что, видя сверху вот такое пренебрежение, он же, конечно, работает на свою аудиторию. Он понимает, что аудиторию интеллигентных, продвинутых, думающих людей он потерял безвозвратно. И вот эти его действия, они скорее направлены на его внутреннюю аудиторию, который за него голосовал. Угу. Да. Его электорат — это, как правило, не сильно образованные люди с невысоким интеллектом, и, как правило, это антиваксеры. То есть это типичный портрет антиваксера равно электорат Лукашенко. И мне кажется, вот эти действия, они как раз-таки направлены на работу на эту аудиторию. Угу. Але ж мне вось цікава сачыць за тым, што нягледзячы на гэтую сітуацыю, на тое, як ён сябе паводзіць, я адчуваю, вось знаходзячыся ў Варшаве
Я адчуваю такую вельмі вялікую паніку беларусаў, якія знаходзяцца зараз у Беларусі. У мяне адчуванне, што проста усе, вось ты, дарэчы, сказаў, мы ўсе памром. Я памятаю, калі я запыталася, як уражанне ад таго, што адбываецца зараз у Беларусі. У мяне таксама такія ўражанні. Я бачу, колькі людзей памірае кожны дзень, нават сярод знаёмых і сваякоў знаёмых. То бок, як гэта ўвогуле жыве зараз побач антыкавіднік Лукашенка і тое, што ўсё ж такі людзі спрабуюць неяк ратавацца ад гэтай бяды? Проблема же в том, что государство, оно в принципе как структура должно гарантировать общественную безопасность, общественное здравоохранение и способствовать соблюдению всех там противоэпидемиологических норм и мер, и наоборот топить за то, чтобы люди меньше болели, там, банально носили маски, меньше ходили на какие-то массовые мероприятия и так далее. Мы же видим ситуацию обратную, и те как раз-таки думающие белорусы, видя насколько в очередной раз, насколько наплевательски государство относится к их здоровью, они понимают, что их здоровье в их руках, и стараются носить маски, да, то есть мы видим очень высокое количество смертей каждый день, то есть в Беларуси, наверное, не осталось уже ни одной семьи, которую бы не затронул ковид, так или иначе, то есть либо кто-то там в тяжелой форме переболел, либо умер, либо там из круга ближайших друзей, родственников, знакомых кто-то умер, и те цифры, которые публикует Минздрав, например, в чем проблема вот этой заниженной статистики? Она вот кому-то, возможно, она как раз-таки и дает вот это ложное чувство несерьезности проблемы ковида. То есть, когда человек видит статистику Минздрава, он видит там незначительное число заболевших и количество умерших там 10-15 человек. И он думает, это что-то несерьезное, это что-то на уровне сезонного гриппа. Но на самом деле, если бы белорусы видели реальную статистику и то, что количество смертей в день, оно сотни от ковида, то у многих отношение к этому было бы гораздо серьезнее, и люди бы в основной массе более серьезно относились к этой проблеме. Тут же мы видим, когда государство идет абсолютно противоположным путем, оно пытается всячески занижать эту проблему, и более того, оно не способствует никоим образом вообще ношению масок. То есть даже спускаются сверху указивки о том, чтобы снимали абсурдные вещи, абсурдные видео, когда стирают наклейки о необходимости ношения маски в торговых центрах, в аптеках даже, в поликлиниках. То есть это вообще ни в какие ворота. Гэта сапраўды дзіўна. А вось глядзі, я літаральна учора прочитала такі пост у Фейсбуку. Шабаны, кладбище лесное. Огромное количество абсолютно свежих могил. Рабочий, не успевая закопать одну могилу, переходит на следующую. Машины и гробы как по конвейеру. Жутко. Можа, ты ведаеш нешта пра статыстыку? Можа, да цябе даходзяць нейкія сапраўдныя лічбы? Вось усе хочуць ведаць, як на самой справе. Да, такая картина, к сожалению, не только в Шабанах и не только на кладбище Лесном. Такая картина абсолютно на всех кладбищах Беларуси. Вот эти ряды десятков и сотен свежих могил, которые появляются там ежедневно, они как раз-таки косвенно свидетельствуют о количестве смертей. Ведь у нас же как? У нас вся статистика по ковиду фальсифицируется абсолютно на всех уровнях. Если мы говорим про заболеваемость, то начиная даже с момента взятия ПЦР-теста, который берут уже у очевидно болеющих ковидом людей, тех практически не тестируют контакты первого уровня нигде. Если у тебя там легкие симптомы, ты болеешь дома, ты обращаешься, тебя тоже вряд ли кто-то протестирует. Что касается смертности, здесь уже скрыть ситуацию сложнее, потому что трупы можно банально посчитать по головам, по количеству черных пакетов, которые появляются ежедневно в моргах больницы.
И у нас, например, есть обрывочные данные из отдельных больниц по республике, в том числе по городу Минску, и их можно как-то попытаться экстраполировать на всю страну. Так вот, в отдельных больницах Минска и Беларуси количество смертей ежедневно от 10 до 15-20 человек только в одной больнице может быть. То есть это уже говорит о том, что если экстраполировать на всю Беларусь, то цифра будет очень-очень-очень печальной. Мгм. Ну так, канешне, жах. Андрэй, а скажы, калі ласка, калі прыгадаць то, што адбывалася ў 2020 годзе на пачатку, так, усёй гэтай гісторыі ў Беларусі, і зараз, вось калі параўнаць гэтыя два перыяды, што б ты сказаў, як рэагуюць медыкі, як рэагуюць людзі, як змянілася сітуацыя ўвогуле? Ну, такое адчуванне часам, што ўжо змірыліся людзі, адаптаваліся неяк, ну, жывем, ну, кожны можа сёння жыць, заўтра не. Але ж вось калі больш глобальна паглядзець на сітуацыю. Ну, ситуация, что касается ковида, она ухудшилась, потому что в Беларусь пришел дельта-штамм, который характеризуется гораздо большей контагиозностью, заразностью, и сейчас умирают не только группы риска. Если первая волна характеризовалась тем, что в первую очередь под ударом была группа риска, это пожилые люди там, с какими-то сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и так далее, то сейчас, к сожалению, очень много болеет людей абсолютно здоровых, вроде бы, без каких-то сопутствующих заболеваний, которые теоретически не должны попадать в группу риска. То есть болеет молодежь, болеют люди среднего возраста, болеют даже дети. И в этом и опасность этой волны. То есть медики говорят о том, что предыдущие волны, они были более-менее какими-то плавными, то здесь такое ощущение, что в Беларусь пришло просто цунами. И цунами, которое опять в очередной раз заставило захлебнуться всю систему здравоохранения в Беларуси. Мы видим картину, когда в Беларуси катастрофически не хватает мест в больницах, даже несмотря на то, что в последнюю неделю опять сверху пришел указ выписывать по максимуму людей из больницы, даже там недолеченных, освобождать койки для того, чтобы показать барину сверху или, не знаю, кому они хотят что-то доказать, более благоприятную картину по количеству койко-мест. Мы видим картину, как в больницах, во многих больницах не хватает лекарств, не хватает расходников базовых. И, что самое страшное, не хватает кислорода. Это проблема скорее техническая и организационная. И для меня загадка, как за 1,5 года не было сделано никаких выводов и не проводилась модернизация кислородной системы, не закупалось необходимое оборудование, и, к сожалению, сейчас очень многие люди в больницах оказываются в ситуации, когда им банально не хватает кислорода. Мгм. Вот. И вот действительно очень-очень страшная ситуация с ковидом сейчас. А ёсць нейкія лічбы, напрыклад, так, вось у якой колькасці гэтага ўсяго патрэбна, напрыклад? Я памятаю, што ў мінулым годзе вы так вельмі добра адлічваліся і распавядалі, так, колькі ўсяго там проста да кожнай масачкі, там, не ведаю, ўсё было. Вось зараз ці ёсць нейкая інфармацыя такая? Можа, нейкай лякарні вось асабліва зараз патрэбна, і ты пра гэта ведаеш? Нужно везде и практически все. То есть из того, что у нас есть, из той информации, которой мы располагаем, нужно вообще вот прям очень многие позиции. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что СИЗ, средства индивидуальной защиты, они в больницах в недостаточном количестве. То есть медики вынуждены использовать СИЗ повторно. История с кислородом, например, она в чем плачевно, что дельта-штамм характеризуется очень большой кислородозависимостью у пациентов. И, к сожалению, вот эти перебои в поставках кислорода, например, то есть в системе падает давление, и это фактически означает смерть людей. И вот
это действительно страшно. Страшно то, что врачам сейчас приходится принимать решение, на кого повесить кислородную маску. То есть принимать решение, кто будет дышать, а кто не будет дышать. И это, конечно же, не добавляет оптимизма, прежде всего, и самим медикам. Очень многие медики устали, они выгорают, они находятся в очень, скажем так, в не очень хорошем психологическом состоянии, именно видя вот это безразличие со стороны государства и отсутствие вот этих мер. Опять же, когда убрали масочный режим, я видел, как в медицинских чатах все очень сильно матерятся и, скажем так, не добавляет, в общем, это все оптимизма, в том числе и для медиков. Але ж медыкі ўсё роўна працягваюць працаваць і ратаваць жыцці людзей. Скажы, калі ласка, ці можна неяк дапамагчы, і як, можа, дапамагаеце вы? То бок яшчэ ёсць нейкая магчымасць нешта рабіць? Да, сейчас же в Беларуси, и в принципе все годы происходила такая навязанная героизация профессии медика. И вот то, что говорит, например, Минздрав, что вы медики, вы должны. Медики, прежде всего, такие же граждане. У них такие же права, как и у других людей. Они не должны перерабатываться. То есть мы видим глубокую проблему вообще в системе здравоохранения, что медику для того, чтобы как-то зарабатывать, ему приходится работать там на 1,5-2 ставки. Это ненормально. Мы видим катастрофическую нехватку медицинских работников. То есть по оценке даже республиканского рынка вакансий, это там от 7 до 10 тысяч медиков не хватает в Беларуси. Все это, оно, конечно же, способствует тому, что медики перерабатывают, медики устают, и медики хуже оказывают медицинскую помощь. То есть, когда медик работает сутки, а потом ему еще нужно там работать, и мы вот сейчас видим эти меры, когда увеличивают количество часов в году для переработки. Мы видим вот эти высказывания о том, что мы будем заставлять 10 лет отрабатывать после обучения. Они, опять же, не способствуют тому, чтобы медики оставались в Беларуси. И уезжают из Беларуси не только из-за репрессий. То есть, по данным нашего фонда медицинской солидарности, количество репрессированных медиков – это несколько сотен человек. Но это только вершина айсберга. То есть это только те, кто обратились к нам в фонд. Большинство же не обращаются. И репрессируют не только тех, кто выходил там на марши, на цепи солидарности, кто отбывал административные аресты или подписывался там за альтернативных кандидатов, например. Репрессируют даже если ты просто высказываешь свое мнение, высказываешь свое недовольство. Но это одна из причин, почему мы видим нехватку медиков. Вторая причина – это, в принципе, в том, что медики не видят большой перспективы работать в Беларуси. То есть, когда они видят, что их коллеги уезжают, например, там, в Польшу, в Германию, в Чехию или даже в ту же Украину, идут работать в частную клинику и получают там в 5-10 раз больше зарплату, чем они получали в Беларуси, это, безусловно, тоже не добавляет мотивации. И уже сейчас назревает очень серьезная гуманитарная катастрофа в Беларуси, потому что мы видим глубокие проблемы именно в самом подходе к организации системы здравоохранения. То есть нет мотивации у медиков, отсутствие должных ресурсов и отсутствие, можно сказать так, хороших управленцев, которые бы принимали правильные решения. То есть, к сожалению, сейчас все решения, которые принимаются, они принимаются, скажем так, для того, чтобы угодить одному человеку, а не для того, чтобы помогать людям.
Вось, дарэчы, калі з'ехаў з краіны Максім Ачарэдні, галоўны рэаніматолог нашай краіны, Беларусі, які ў мінулым годзе запісаў першае такое вось відэазварот «Заставайцеся дома», да яго тады таксама падтрымалі яго іншыя доктары, лекары, так, і пасля Максім быў вымушаны з'ехаць. Я памятаю, што ён распавядаў, што да яго ў бальніцу прыходзілі інтэрны і адразу пачыналі вывучаць мовы. То бок ён кажа, што яны проста садзіліся і пачыналі вучыць там нямецкую, польскую, ангельскую, менавіта з мэтай з'ехаць. Гэта, канешне, шкада, гэта наша вялікая праблема. Але ж калі мы ўсё ж такі вось дакрануліся да тэмы рэпрэсіі, скажы, вось ты сочыш зараз, колькі ўвогуле ўжо дактароў рэпрэсавана? Вось калі мы будзем глядзець, ну, не ведаю, па палітычных матывах, напрыклад. Да, но я могу оперировать только теми цифрами, которые есть у нас в фонде медицинской солидарности. Как я уже сказал, это действительно вершина айсберга. Потому что многие не обращаются за помощью. Мы отлавливаем даже какие-то случаи в СМИ громкие, которые появляются. Пишем медику, он говорит: нет, мне там не нужна помощь, помогите кому-то другому, я справлюсь, например. И по нашим данным, количество просто уволенных по политике медиков, оно там около 100 человек. Также очень многих лишают премий, понижают в должностях. И самое, что печальное, увольняют действительно уникальных специалистов, и на их место не находят замены. И вот это, опять же, та системная проблема, когда чиновникам в Минздраве важнее отчитаться наверх о том, что вот они уволили этого неугодного врача, но они не понимают, что тем самым они наносят непоправимый ущерб на долгие-долгие годы очень-очень многим людям. То есть когда увольняются уникальные специалисты из больницы, это очень большая проблема. И люди оказываются без действительно квалифицированной медицинской помощи. Ну так, а чым, не ведаю, можа вось такія, ты прыгадаеш нейкія такія знакамітыя выпадкі, ты людзі, якія зараз сядзяць, менавіта, ну, паколькі у нас такая тэма медыцынская, скажам, давай вось пра медыкаў пагаворам, так, як у іх зараз справы, як жывуць іх сем'і? С кем ты контактуешь? Да, действительно, сейчас, по нашим данным, опять же, 12 политзаключенных медиков находятся в тюрьмах. Их семьям помогают разные инициативы, наши в том числе. К сожалению, ситуация не добавляет оптимизма, потому что людям дают абсурдные большие сроки вообще ни за что, просто там за какие-то комментарии, абсолютно высосанные из пальца обвинения, которые не подтверждаются вообще ничем. И в этом, скажем так, в принципе, проблема с политзаключенными в Беларуси. Ну так, слухай, у нас тут пад нашым эфірам проста вельмі вялікая дыскусія разыгралася сярод тых нашых слухачоў, якія глядзяць нас зараз. Людзі спрачаюцца, як звычайна, наконт вакцын. Ці трэба вакцынавацца? Як твоё меркаванне, што ты лічыш? Большой камень преткновения, на самом деле, к сожалению, да. Всем здравомыслящим людям, которые хоть немножечко могут загуглить исследования медицинские и статистику, понятно, что вакцинироваться нужно, важно, и это единственный способ победить пандемию ковида. В истории человечества это уже не первая и не последняя пандемия, и все они побеждались именно массовой вакцинацией. Поэтому мы призываем, и все медики, все адекватные медики призывают, во-первых, к обязательному ношению масок в общественных местах, к правильному ношению масок. На нос тоже нужно ее натягивать. Вакцинироваться любой доступной вакциной.
То есть даже когда говорят, что в Беларуси нет там хороших вакцин, это не так. В Беларуси есть спутник, и в Беларуси есть Vericel. Это хорошие вакцины, это зарекомендовавшие себя многочисленными исследованиями вакцинами. При этом спутник – это вообще, очень многие медики считают ее одной из лучших вакцин, потому что она дает действительно очень хороший иммунный ответ и высокие титры антител. И если вы спросите у любого медика, который работает в больнице или в реанимации, какое количество людей, которые попадают в реанимацию, вакцинированы, их число будет очень мало. То есть подавляющее большинство людей, которые оказываются в реанимации, это люди не вакцинированные. Это уже говорит о очень многом. И я не знаю, какие еще привести аргументы в пользу вакцинации, этой информации. Ну, то есть тут достаточно просто загуглить. И есть куча исследований, которые доказывают и безопасность вакцинации, и я не знаю, какие привести еще аргументы. Ну, мне здаецца, што людзі не вераць, вось якія я чула такія меркаванні, як я буду вакцынавацца, я не разумею, што мне колюць, як вірус, які быў, ну, проста новы вірус, ад якога да гэтага часу не прыдумалі там лекаў ніякіх, але ж прыдумалі нейкую вакцыну. Я чую такія меркаванні. Я чую меркаванні, напрыклад, яшчэ наконт таго, што гэта там ударае па сістэме проста здароўя па арганізму, што любая вакцына гэта там вельмі небяспечна, гэта тым больш навошта вакцынавацца, калі вось быў адзін штам, зараз іншы, ну і гэтак далей. Я могу вот прям на каждый из этих пунктов ответить. То есть, например, история про то, что мы не знаем состав вакцин. Мы знаем состав вакцин. Они, ну, как бы есть. И самое забавное, когда эти вопросы звучат от людей, которые не знают состав еды, например, которую они едят, да, но они продолжают утверждать, что вот мы не знаем состав вакцин, и это очень плохо. Так, меня тут сейчас просят отключить VPN. Так. Блин, нет, я не смогу отключить VPN, к сожалению. Вот. Что там дальше? Состав вакцин. Следующий пункт. Ну, наконт состава мы паразмаўлялі, так? Як маглі прыдумаць так хутка ўсё? Ну, то бок няма леку, а ёсць ужо вакцына. Технологии не стоят на месте. Но дело же в том, что технология создания вакцин, она абсолютно не нова, и нас всех с детства прививают разными вакцинами. И, кстати, практически все они производство того же института, который производит «Спутник», например. Ну, это почему-то ни у кого не вызывает вопросов, а вот «Спутник» почему-то вызывает вопросы, и у людей к нему большое недоверие. Но недоверие, прежде всего, оно, конечно же, к государству в целом, к всему тому, что пропагандирует государство. С одной стороны, это правильно, потому что в Беларуси сейчас такая обстановка, когда за последние 1,5 года государство не просто не вызывает доверие, оно вызывает абсолютное недоверие, абсолютное отторжение ко всем своим инициативам. Но здесь речь идет не о политике, здесь речь идет о здоровье. И тут нужно действительно опираться на данные исследований, многочисленных исследований и на мнение авторитетных медиков, которые все в один голос заявляют о том, что вакцинироваться нужно, важно и обязательно. И практически там нет никаких противопоказаний к вакцинации. Слухай, мне здаецца, што, ну, я нават не здаецца, я ўпэўнена, што самае галоўнае тое, чаго дамагліся беларусы ў 2020 годзе, гэта кансалідацыя. Кансалідацыя гэта прыйшла нават не летам, так, яна прыйшла менавіта вясною, калі людзі зразумелі, што вось нас усіх кінулі, калі нам прапаноўвалі лячыцца, не ведаю, трактарам, водкай і хакеем,
Людзі бізнэсоўцы і не толькі бізнэсоўцы увогуле зразумелі, што ніякай падтрымкі нармалёвай не будзе. Хочаце сядзець на каранціне, там працаваць дома, працуйце. Тое, што ваша праца залежыць ад людзей, якія не хочуць проста ўжо больш нікуды хадзіць, гэта нікога не кранала. Ну і беларусы вырашылі дапамагчы сабе самі. Я скажу вялікі дзякуй, таму што я разумею, што ваша кампанія Buy COVID-19, яна зрабіла вельмі шмат сапраўды для беларусаў і для кансалідацыі беларусаў, з якой пачалося ўсё. Што ты думаеш цяпер? Якое адчуванне, ці не ведаю, згарэлі беларусы ці не у гэтым сэнсе? Ці ўсё ж такі ёсць адчуванне, што хочуць дапамагаць, дапамагаюць? Белорусы помогают, но делают это не публично. То есть наша компания Buy COVID-19 была публичной, открытой, и мы открыто публиковали все отчеты и данные своей деятельности. Сейчас, к сожалению, в условиях, когда задавили абсолютно все гражданские инициативы, НГО и вообще любая деятельность, так или иначе неподконтрольное государству, автоматически ставит тебя под удар, под угрозу репрессий, действовать гораздо сложнее, но, насколько я знаю, все равно отдельные люди помогают медикам. И вы можете это сделать. Вы можете, если у вас есть знакомый медик, которому вы хотите помочь, вы просто спросите у него, что ему нужно. Это может быть там СИС, это может быть банально даже какая-то психологическая поддержка, потому что медикам очень тяжело. И очень тяжело именно психологически. И происходит профессиональное выгорание, и они, к сожалению, начинают даже где-то безразлично относиться к пациентам, потому что они видят, опять же, вот то количество так называемых антиваксеров, которые там пишут комментарии. Некоторые медики вообще даже сталкиваются с травлей в соцсетях, когда они пишут о важности вакцинации, например. Тут же к ним в комментарии приходят абсолютно неадекватные какие-то антиваксеры и начинают их травить. Это, конечно, тоже не добавляет какого-то продуктивности в работе медиков. Поэтому, если у вас есть какие-то личные связи, то напишите, спросите, что нужно, поддержите. И, опять же, активно призывайте людей носить маски. Это самая простая мера, которая поможет меньшему количеству людей попасть в больницы и тем самым облегчить жизнь медицинским работникам. Вакцинируйтесь любой доступной вакциной, потому что любая вакцина работает. Не существует, на рынок не попадают неработающие вакцины или вакцины, которые наносят там вред здоровью. В любой вакцине находится инактивированный вирус, и вакцина не может быть причиной заболевания. То есть мы часто слышим, я вот часто читаю один из аргументов, вот у меня там кто-то вакцинировался и через короткое время заболел. Но фишка же в том, что от вакцины нельзя заболеть. И, скорее всего, человек либо уже болел на момент вакцинации, либо подхватил ковид сразу после. Потому что иммунные ответы, антитела не вырабатываются сразу же после вакцинации. То есть если вы вакцинированы, это не делает вас бессмертным. Это не защищает вас от заболевания. То есть, опять же, бытует, к сожалению, мнение, что вот я вакцинированный, все, я могу ходить без маски, я не заболею. Вы можете точно так же заболеть, но тяжесть вашего заболевания будет гораздо легче, потому что иммунитет уже потренировался на вакцине, и он знает, как реагировать, как бороться с этим вирусом. И в этом основная суть вакцины. Не защитить вас от заболевания, а подготовить ваш организм к тому, что вы можете заболеть ковидом. Вялікі дзякуй, Андрэй. Я падсумую так, тое, што зараз адбываецца, нічога не скончылася, ковід не скончыўся, нічога лягчэй не стала. Наадварот, дактарам цяжка, кожны з нас можа дапамагчы. Калі вы не ведаеце як, пытайцеся там у знаёмых, у суседзяў, і кансалідацыя, якой яна была, давайце падтрымліваць, напэўна, адзін аднога.
памятаць, што ўсім зараз цяжка, і кожны з нас можа рабіць хаця б трошачкі добра адзін адному. Я нагадаю, што для вас з варшаўскай студыі Еўрарадыё сёння працавала Марыя Вайтовіч. Наш госць быў каардынатар фонду медыцынскай салідарнасці Беларусі Андрэй Ткачоў. Андрэй, ты хацеў яшчэ нешта дадаць? Да, я хотел добавить минутку рекламы. Был создан прекрасный телемедицинский сервис, который помогает белорусам получать онлайн-консультации от медиков, вот в том числе репрессированных медиков, которых, к сожалению, лишили права на профессию в Беларуси. Поэтому заходите на сайт okdoc.me. Он доступен под VPN, потому что, как и все хорошее в Беларуси, он заблокирован, и там вы можете задать любые вопросы по ковиду, получить консультации от квалифицированных медиков. И многие вопросы можно решить действительно онлайн, и не нужно идти в поликлинику, например, просто спросить и ставить свой организм под угрозу заразиться ковидом. Вот, как-то так. В общем, не болейте, носите маски, вакцинируйтесь и соблюдайте социальную дистанцию. Зразумела. Андрэй, дзякую за эфір. Вялікі дзякую вам, усе слухачы, гледачы гэтага стрыму. Заставайцеся на Еўрарадыё.